Здравствуйте. В эфире «Вести интервью». Гость нашей программы сегодня – руководитель управления Россельхознадзора по Чувашской республике и Ульяновской области Алексей Николаевич Палькин. Здравствуйте. Добрый день. Мир стремительно меняется. Только-только начали уходить в прошлое коронавирусные ограничения. Теперь нашей экономике пришлось держать удар перед беспрецедентным количеством санкций. Правительство России предоставило не один пакет господдержки. В одном из постановлений говорилось о запрете на проведение плановых и внеплановых проверок надзорных органов. Отразилось ли это на вашей работе? Безусловно, отразилось. И действительно, правительством введен мораторий до конца текущего года. Все планы, внеплановые проверки отменены. Но работа на этом наша не останавливается. Мы перенаправили свою работу. Надо здесь отметить то, что у Россельхознадзора очень мощная база информационных программ, систем, на которые мы опираемся. Это и в ветеринарной сфере, всем известный Меркурий, Цербер. Сейчас идет работа над федеральной государственной информационной системой «Сатурн», которая будет обеспечивать прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов. Работа над системой ВГИС «Зерно», которая тоже будет скоро запущена. Ну и много-много других. Да, проверок нет, но мы можем вести наблюдение за соблюдением обязательных требований, это по законодательству. Мы можем совершать обследования по заявкам исходящим субъектам, обследовать предприятий. Мы осуществляем профилактику. Это также профилактические визиты, консультирование по телефону, посредством всех доступных средств коммуникации. И это, может быть, покажется только просто, да, на самом деле это громадная работа, и вот это переориентирование сейчас вовсю у нас идет. Порядка 2000 таких консультирований за прошедший период мы совершили. 29 профилактических визитов провели. И надо сказать то, что такие действия наши, они, я полагаю, и даже уверен, что позволяют упредить развитие негативных тенденций, поскольку при общении мы понимаем, что такая подача, такой способ коммуникации, он очень полезен. Мы видим, чувствуем обратную связь. Принципиально отличие какое-то есть от профилактических проверок и традиционных? Профилактический визит – это не проверка, он не является проверкой. Более того, он согласуется с хозяйственным субъектом. Мы уведомляем, он отвечает согласием, может и отказаться. Тем не менее, больше их положительно реагирует. Инспектор, который сейчас не такой, как был раньше, да, он вооружен аналитикой. Инспектор, который сейчас у нас выходит на профилактический визит, у него уже есть некая история взаимоотношений, есть информация о движении продукции, есть и, в принципе, некие тенденции он видит, к чему может привести дальнейшее. И он, конечно, об этом хочет рассказать. И много есть нововведений, меняется законодательство, об этом всем нужно говорить, потому что база нормативно меняется, а те, кто на полях, те, кто на своих предприятиях зачастую не успевают просто адаптироваться, не знают, не посещают, может быть, и сайты такие наши официальные. Им важно вот это на пальцах объяснить, показать. А как много у вас участников оборотов в Чувашии? То есть кто является объектом ваших проверок? Если говорить о количестве поднадзорных объектов, то в системе «Меркурий» сейчас 17 тысяч в Чувашской республике хозяйственных субъектов. И каждый год Россельхознадзор оператор этой системы, он регистрирует. Вот мы регистрируем 700 на текущую дату. За этот год мы еще зарегистрировали новых пользователей. Это сопоставимо чуть больше, чем в прошлом году. Происходит рост, потому что все больше пользователей подключаются, активность бизнеса здесь тоже растет. И «Меркурий», вообще все системы, которые предполагают отслеживание, они тогда только эффективны, когда максимальное количество на входе, на выходе участников подключены, то есть весь рынок, он подключен. Системе уже больше 10 лет, получается, да? Насколько она трансформировалась, насколько она помогает вам в работе? Сейчас мы можем сказать, что и не можем себе представить работу, да, думаем, как мы раньше работали без нее, поскольку она была задумана как система прослеживаемости от поля до прилавка, и прийти на смену бумажным сертификатам, поскольку, как вы знаете, раньше
все оформлялось на бумаге, много журналов, много, так скажем, работы ручной. Сейчас каждый выпуск продукции поднадзорный, он сопровождается ветеринарным свидетельством электронного вида, электронный ветеринарный документ, сертификат. И движение такой продукции, вход на производство, как сырья, производственные транзакции, выход готовой продукции. И сопровождается же это все и исследованиями лабораторными. Лабораторные исследования подключаются к другой системе. То есть здесь в целом так... Степень защиты какая? Потому что электронные вещи мы все равно знаем. Конечно, да. Россельхознадзор занимается как оператор. И более того, были неоднократные попытки DOS-атак, вот, всем известных, в связи с текущей ситуацией. Удалось отбить? Успешно справилась. Были кратковременные сбои. На этот период были алгоритмы нами введены, и входящие субъекты были проинформированы, что на период такой-то можно оформлять, в том числе и бумажные, чтобы не допустить остановки. Потому что ряд производств, они просто не могут физически остановиться. Они постоянно работают. Действительно, одна из важных задач – это контроль качества пищевой продукции. И совсем недавно говорили даже вот о том, что попало на прилавки и на столы отравление холодцом, в котором был превышен нитрит натрия. Это автоматически становится ядом, да, если превышена норма. Вот как проверять качество продуктов, попадающих на прилавок и на наш стол? Особенно в условиях, когда мораторий на такие серьезные проверки. Пищевой мониторинг федеральный, он работает, планы утверждены. Действительно, есть вопросы, потому что к тем объемам, у нас объемы снизились мониторинга на данный момент, но мы его осуществляем. На текущую дату мы 34 пробы отобрали, в 2 из них выявили в колбасных изделиях превышение антибиотиков. Кстати, по антибиотикам у нас эта проблема еще тянется вот с прошлого года, потому что выявление есть. В пельменях было. Да, остатки. Поэтому предлагаем здесь всегда решения кардинальные. На комиссии мы по незаконному обороту главе докладываем. Власти нам помогают, рассматриваем мы совместно с МВД, с профильным министерством и со всеми заинтересованными службами. Самое здесь главное – изменить подходы, то есть качество, культуру производства повысить, опираться на достоверные лабораторные исследования, на аккредитованные лаборатории, входной контроль качества осуществлять как положено в те сроки, которые определены. Потому что зачастую начинаешь разбираться, а сырье, которое поступает, где, кто исследовал. Зачастую никто не исследовал. Никто или какая-нибудь там, можно сказать, липа, да, нам идет. А то, что касается вот холодца, действительно, это резонансный случай, и система Меркурий нам позволила вот буквально вот в часы эту ситуацию предупредить. Мы сообщили сразу тем поставщикам, которые получили. Они сняли с полок. Остатки мы эти все увидели, быстро сообщили на сайте, в массовой информации, да, в соцсети, чтобы не допустить, потому что риск здоровья. Хорошо, а антибиотики и колбаса тогда это наш производитель в республике? Да, это наш производитель. Мы выдали предостережение. Это была прокурорская проверка, потому что проверки запрещены, и поэтому дальше будем заниматься тем, чтобы изменить эту ситуацию. А возможно ли обычному потребителю вот как-то чем вооружаться, чтобы вот не попадать на некачественный продукт? Ну, здесь главное смотреть на сроки годности, на документы, это ветеринарное свидетельство, то, что мы можем проверить, глядя на полку. Это выпущено, когда произведено, тот же производитель, известный, неизвестный, сомнительный, несомнительный. Это тоже репутация. Покупая продукцию, конечно, надо обращать внимание на условия хранения. Внешний вид никто не отменял, органолептику, потому что зачастую современные супермаркеты, они имеют свои цеха, полуфабрикаты, нарушена упаковка, не нарушена. В общем, быть внимательным предельно. Быть внимательнее и не ловиться на покупку с рук и неизвестно где.
Но если вернемся к санкционной повестке, изменились ли экспортные поставки из Чувашии и изменился ли рынок импорта? Происходит диверсификация, изменение каналов. Понятно, что экспорт и объемы его с Чувашской республики сейчас снизились. Порядка 1200 тонн мы отправили, отгрузили на текущую дату. Здесь надо понимать, что наши поставщики, они тоже пытаются найти новые каналы выхода. Отрадно здесь то, что продукция, которая раньше не экспортировалась, такая как мука, наша чуваксарская мука, она отгружается сейчас пока в пробных партиях 130 тонн, но это Таджикистан и наши ближние соседи, Азербайджан. И тенденция это хорошая. То, что касается импорта, многие страны, которые Юго-Восточная Азия, Средняя Азия, Африка, Китай, они предлагают, и они открыты для каналов. Я думаю, наши предприятия, наши поставщики тоже будут на это реагировать. Проверять приходящие продукты будем? Конечно, Россельхознадзор в рамках полномочий обязательно досматривает, отбирает пробы и гарантирует как и экспорт, так и импорт. Пластиковый рис из Китая к нам не придет? Это безусловно. Ну что ж, большое спасибо за интервью. Будем надеяться, что на нашем рынке будут появляться и работать ответственные предприниматели, которые заботятся не только о прибыли, но и о качестве производимых ими товаров. Спасибо большое.